насущная тема затронуть, что такое обет вообще. Обет в конце буква «Т». Не в смысле обеды, а обеты. От слова «обещать», давать торжественное обещание, да? Потому что современный русский язык, слово «обет» и слово «клятва», они воспринимаются как синонимы. Ну, то есть приблизительно люди что это такое в повседневной жизни не часто встречается, и все думают, что это одно и то же. Более того, если даже посмотреть словари, то современный язык, он часто, определяет их как синонимы. И нам важно понимать, что означают эти слова с точки зрения Библии. Потому что Библия, Ветхий Завет, вы понимаете, были написаны много-много сотен и даже тысяч лет назад, Ветхий Завет. Многие книги были написаны. И слова имели другое значение. Более того, общество, которое было, израильский народ, та культура, которая у них была. То есть все люди знали, что Бог, Он есть. Вы понимаете, да? Сейчас у нас в большинстве атеистическое общество. Люди, они это не по умолчанию. Многие не верят в Бога вообще, не говоря уже про Иисуса. Но нам нужно понимать, что означают эти слова «клятва» и «обет» с библейской точки зрения. И брачный обет – это часть свадебной церемонии, венчания, когда жених и невеста дают торжественное обещание друг другу и Богу. Любить и быть верными друг другу. И все это делается в присутствии гостей или свидетелей. Да? Может быть, кто из вас был, может быть, не сам лично венчался, но был на церемонии венчания в современной протестантской церкви? Не так много, смотрите, у нас даже 20%, наверное. Но я думаю, что, может быть, многие видели по телевизору, российские, я не знаю, сериалы, есть ли там такое, но если посмотреть западные, когда священник, он венчает, это приблизительно таким образом происходит, да. И, вы знаете, лично я предпочитаю, чтобы жених и невеста, они проговаривали слова торжественного обещания, этого обета, который они дают, когда они заключают брачный завет. Потому что если вы посмотрите какие-то фильмы, и во многих российских церквях также, я думаю, что это в связи с тем, что волнительный момент, и жених и невеста, они часто волнуются и сбиваются, дыхание сводит, поэтому многие пастора, они предпочитают поставить их и просто спрашивать, обещаешь ли ты взять ее в жены, хранить верность и так далее, и потом человек просто стоит и выдыхает, да. И потом то же самое, с обратной стороны, то есть короткое слово «да». Но я думаю, что гораздо лучше, когда человек, он повторяет, пусть за пастором, да, но он говорит эти слова. «Я обещаю любить тебя» и так далее, и так далее. И вы знаете, я когда в очередной раз, сейчас была свадьба, я вспомнил свою свадьбу, свое венчание, 99-й год, и я скажу, что было немножко по-другому. Было чуть проще и чуть дешевле, мягко так сказать. И единственное, что не изменилось, в принципе, это сама церемония. Понятно, что сейчас все гораздо круче, все помпезнее, все красивее, свет, техническое оборудование и так далее. Технологии намного совершеннее стали. Но сама церемония, по крайней мере в протестантских церквях, если взять костяк, основу, да, она одинакова. Она особо не меняется и состоит из нескольких частей. То есть есть вступительное слово, или короткая проповедь, кто во что горазд. В некоторых церквях это может быть и не короткая, но потом дальше это обмен брачными обетами, когда молодые, они обещают друг другу все эти слова, потом обмен кольцами, молитва благословения, пастор молится, и причастие совместной молодой пары. Но что я хочу сказать, что церемония должна отображать торжественность, святость всего этого события, потому что те обещания, те обеты, которые дает пара, она дает не только лишь друг другу, но они дают еще эти обещания Богу. И мы сейчас этого коснемся дальше. Другими словами, Бог является также получателем этих обетов. И
когда ты вовлекаешь Бога, смотрите, обет, он имеет обязательную силу. И мы заканчиваем обычно, брачный обет, он заканчивается такими словами, что «пока смерть не разлучит нас». Тоже этого коснемся. Но я хочу поговорить, что же такое обет. Потому что особенно со многими, с молодежью современной, когда говоришь, все думают, ужин, обед, потому что в русском языке мы еще, когда ты говоришь обеды, да, у нас звонкая согласная, она превращается в глухую согласную. Обед. И что это такое? Это от слова именно обещание. И после этого мы поговорим, что такое клятвы вообще в библейском смысле. Можно ли нам сейчас клясться? И потом мы углубимся, уточним, поговорим про сами брачные обеты. И если кто-то из присутствующих, вы венчались в протестантской церкви, в современной, значит, вы давали обет брачный своему супругу и Богу. И давайте мы поговорим, что же это такое. Почему такое странное слово «обет» и что оно означает с библейской точки зрения. И чтобы понять это вообще, нам нужно сразу разделить, что слово «клятва» и слово «обет» в библейском смысле, они отличаются. То есть это слова, которые имеют разное значение. Очень похоже, но имеют разные вещи. То есть это не синонимы. То есть слова, которые разные по написанию, но имеют одинаковое значение. И чтобы нам понять разницу, нам нужно будет посмотреть Ветхий Завет, когда вообще это появляется. И еще раз, я хочу вам сказать, что со временем, даже в Библии, слова, они бывают, меняют свое значение. В том смысле, что язык, любой язык, русский язык, якутский язык, он отображает развитие общества. То есть это не что-то фундаментальное, вечное, да, но это, он используется для общения людей. И так как общество, оно меняется, слова, они могут приобретать различные оттенки, часто менять значения и так далее. И когда мы говорим про Ветхий Завет, будем смотреть, то есть это 1200 лет до нашей эры. То есть сейчас 2026 год, еще 1200 лет, почти 3500 лет назад писалось, представьте. Это давно. Тут 200 лет пройдет уже слова. Если взять 300 лет назад, славянский язык, русский язык взять, особо не поймешь никого. Все как-то очень странно. А тут 3500. Я хочу, чтобы вы просто это держали в уме. Итак, давайте откроем числа, 30 глава, 2-3 стих. «И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». И я сегодня забыл предупредить. Нет. Сегодня все места Писания будут в синодальном переводе. Потому что мы читаем из Ветхого Завета, и, в принципе, здесь ничего такого объяснять не надо. И синодальный перевод, он хорош тем, что он слово в слово использует, переводится. И здесь то, что мы прочитали, довольно четко все сформулировано. Библия проводит различия между клятвами и обетами. И нам нужно выяснить, в чем же заключается разница. Для этого мы изучим каждое слово. И смотрите, начнем со слова «обет». Обет – это торжественное обещание, которое человек дает Богу. Либо совершить какое-то действие, либо вести себя определенным образом. И он дает этот обет при свидетелях, других людях. Итак, ты обещаешь Богу что-то сделать, либо вести себя определенным образом, и ты делаешь это при свидетелях. В большинстве случаев данное обещание является условным. То есть, что это подразумевает? То есть, есть конструкция. Если, Господь, ты сделаешь то-то, то-то и то-то, то я обещаю сделать для тебя то-то, то-то и то-то. Да? Я хочу вам привести пару примеров. Давайте вместе посмотрим книгу «Бытия».
Бытие, 28 глава, с 20 по 22 стих. «И, положив Иаков обет, сказал: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе 10 часть». И здесь мы что видим? Вот это вот условное обещание, да? Бог, если ты что-то сделаешь для меня, ну, то есть здесь вот Иаков, он увидел сон, у него было видение, Бог ему сказал, вот иди, он говорит, если это, вот он просыпается и говорит, если все так и будет, если я вернусь, и ты, Господь, меня благословишь, и все вот так вот оно состоится, то тогда ты будешь моим Богом, а я тебе буду отдавать десятину. Я, кстати, хочу вот здесь, может быть, небольшое отступление сделать по поводу десятины. Потому что часто христиане говорят, ну не часто, но есть такая точка зрения, кто-то говорит, что мы живем в Новом Завете, Иисус нас освободил вообще от закона, и нам не нужно давать десятину. Что десятина, она была в Ветхом Завете, это был закон. Но я хочу обратить ваше внимание, например, здесь вот Иаков, когда он говорит, это за много-много сотен лет до того, как Моисей дал закон. Это еще до закона. Вы понимаете, да? И он говорит, что если так произойдет, ты будешь моим Богом, я буду отдавать тебе десятину. Более того, я сейчас вам еще хочу сказать, ну, мы место Писания не будем смотреть, но помните, Авраам, он также отдал десятину, там был такой царь Мелхиседек, можно посмотреть Бытие, 14 глава, 20 стих. Когда его племянника Лота угнали вместе со всеми родственниками в плен, захватили и так далее, он погнался, отбил их, захватил всю добычу и обратно шел, и вышел там вот Мелхиседек, написано, что священник Бога Всевышнего. И Авраам отдал ему 10 часть всего, что у него было. То есть он заплатил десятину. Все, с этим закончили, но вот такое вот отступление. Авраам платил десятину, Исаак платил десятину, теперь подрастает Иаков. И он, как все дети, теперь сам отвечает за свои деньги и должен решить, будет ли он платить десятину. И он говорит: Боже, если ты сделаешь для меня все это, тогда ты будешь моим Богом, а я буду отдавать тебе 10%. Дальше давайте посмотрим еще один пример. Первое, то есть это был пример обета. Ему никто руки не выкручивал, не заставлял. Он говорит: Господь, если так будет, я тебе обещаю. Вот я приду, все вот это вот исполнится, ты будешь моим Богом, буду тебе поклоняться, буду платить тебе десятину. Дальше посмотрим 1 Царств, 1 глава, 9-11 стих. И еще один пример, это пример Анны и Самуила. И это тоже условный обет. Давайте мы посмотрим. И здесь что нужно понимать? Вы помните, Анна, она не могла забеременеть. У нее не было детей. И здесь она говорит: «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень». То есть тогда первосвященником был человек по имени Илий. «И была она, то есть Анна, в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь», здесь презришь имеется в виду не от слова презирать, а презришь от слова обратишь внимание на мою беду, да? «Если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола», то есть она говорит: если ты дашь мне сына, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Что она здесь обещает? Она говорит, что: Господи, если ты смилуешься надо мной, если ты дашь мне сына, то я посвящу его тебе. Я посвящу его в Назарее, то есть это человек, который отделен для Господа, и он будет служить у тебя, ну не в храме, да, а в скинии тогда, скинии собрания. Итак, я отдам его Господу на все дни его, и бритва не коснется его головы. То есть он говорит, что это Назареи, когда принимали обет, мы сейчас посмотрим это тоже, они не брились, там, не ели, не пили определенных вещей.
И так и получилось. Самуил, когда он подрос, Анна его привела к Илию для того, чтобы он служил в скинии. И он был назареем. Никогда не брил волос, не пил вина, не ел ничего с виноградной лозы. Он был отделен для Бога. Итак, как вы можете видеть, большинство обетов в Ветхом Завете носят условный характер. Но я хочу вам сказать, что сегодня, в наши дни, мы также можем давать обеты Господу. Каждый человек может дать лично обещание Богу. Еще раз, это добровольная тема. Бог, Он не требовал, да, чтобы каждый человек, он стал ему посвященным, как Назарей. Но если человек принимал такое решение, то тогда он должен был делать что-то. И кто-то может говорить: Господи, вот если то-то и то-то у меня, Ты сделаешь это для меня, я тебе обещаю сделать то-то и то-то и то-то. Но не все обеты в Ветхом Завете, вот они условны. Это может быть просто торжественное обещание, которое ты даешь Богу. Что-то делать. Совершить какое-то действие. Вести себя определенным образом. И, как правило, это в присутствии свидетелей, да, других людей. Смотрите, давайте посмотрим на обет Назарея, который вот здесь Самуила Анна посвятила. Написано в Числах, книга Чисел, 6 глава, с 1 по 5 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решатся дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздерживаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда. Не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться его, до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее. Свят он, должен растить волосы на голове своей». Смотрите, здесь говорится о том, что можно было на какой-то срок, не на всю жизнь, но посвятить себя в Назарее, то есть посвятить себя на служение. И я хочу обратить ваше внимание, что этот обет, он не является условным. То есть человек, он просто принимал решение, что я буду служить Господу, безо всяких условий. Если, Господь, ты там что-то для меня сделаешь, здесь этого нет ничего. Просто торжественное обещание Богу посвятить себя Ему, служение Ему, и воздерживаться от определенных вещей, да, потому что Бог так положил, если человек хочет мне дать обет, он должен делать то-то, то-то и то-то. То есть от него ожидалось, что он не будет есть определенной пищи, напитков, бритва не будет касаться волос на голове его и прочие остальные действия, все, что может сделать тебя ритуально нечистого. Например, ему нельзя было подходить к покойникам, приближаться вообще, прикасаться к трупам. И обет давался на определенный период времени. И по истечении этого срока нужно было выполнить определенные процедуры, чтобы исполнить этот обет, завершить его. Если кому интересно, числа 16 глава, дальше потом 6 глава с 13 по 20 стих рассказывается, что нужно сделать, чтобы закончить обет. И смотрите, это то, что означает обет с библейской точки зрения. Это торжественное обещание, которое человек дает Богу, либо совершать какое-то действие, либо вести себя определенным образом, данное при свидетелях. Обычно обет бывает условным, но не всегда. И кроме того, иногда обеты даются также безо всяких свидетелей. Когда мы читали, Иаков, когда он дал обет свой Богу, он сказал, что если, Господь, ты сделаешь все это для меня, если я вернусь сюда, ты будешь меня кормить там везде, снабжать меня, ты будешь моим Богом, я буду отдавать тебе 10%. Рядом не было вообще никого. Он это не делал прилюдно, это было между ним и Богом. И он дал этот обет Богу. Так что не обязательно приглашать людей, чтобы засвидетельствовать обет. Но обычно это делалось при свидетелях, обычно это была церемония. Теперь давайте поговорим о клятвах, потому что нам нужно понимать, в чем заключается разница между клятвой и обетом. Вернемся опять к числам, 30 глава, 2 стих.
И скоро я перейду уже к свадебным обетам, потому что все сидят, когда? Что это вообще? Кто-то может вообще сказать, что, может, раньше надо было? У нас тут ребята есть, кто недавно женился, а что? Когда уже обеты дали, теперь только мы узнаем, во что мы ввязались. Ну, лучше поздно, чем никогда. Итак, числа 30 глава, 2-3 стих. «И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок за душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». И смотрите, слово «клятва» в библейском смысле, именно в библейском, я подчеркиваю, может означать одно из двух значений. Это может означать клятвенное заявление, которое человек дает другим людям, и он призывает Бога в свидетели. То есть я говорю правду, Богом клянусь. Например, да? Либо второе, это клятвенное обещание сделать что-то. Еще раз, согласно Библии, клятва – это когда кто-то клянется, что что-то является правдой, или клянется что-то сделать кому-то. И в каждом случае Бог призывается в качестве свидетеля, то, в чем Он клянется. Чтобы, как-то нам лучше понять, я постараюсь примеры из повседневной жизни привести. Потому что, я не знаю, кто-то вообще сталкивался, что вот сейчас люди клянутся? Есть такое? Поклянись. Бывает такое? Это прямо уже, как-то... Я еще детство вспоминаю, когда ты пытаешься друзьям что-то рассказать, в чем-то их убедить, они такие, поклянись. Я там зуб даю. Или... Вот суть в чем? То есть на Кавказе сейчас, люди, например, мамой клянусь. Клянусь здоровьем своей матери. Это что означает вообще? В чем суть этого? Смотрите, когда человек, он хочет убедить кого-то, что я говорю правду, то для тех, кто тебя окружает, когда ты чем-то клянешься, это должно представлять ценность. В атеистическом обществе вот сейчас говорить Богом клянусь, это людям все равно. Но когда на Кавказе, например, кто-то говорит, я мамой клянусь, то есть там почтение родителей, оно, это святое. Подразумевается, что если ты говоришь, я говорю правдой, клянусь здоровьем своей матери, подразумевается, что если я вру, пусть с ней все будет плохо. И для них это, просто, это веский аргумент. То же самое было вот тогда у иудеев, вы понимаете, да? То есть человек, он клянется чем-то самым ценным. Еще раз, подразумевается, что если я говорю неправду, или если я не сделаю того, в чем клянусь, тогда пусть все будет плохо, у того, кем я поклялся. В Ветхом Завете, когда еврей, он клялся Богом, и он призывал Богом клянусь, я говорю правду, подразумевалось, что если я вру, пусть Бог со мной разберется. Вы понимаете, да? И для них это было, если ты Бога призываешь сидеть, наверное, человек, то есть никто не рискнет лгать таким образом. Вы понимаете, да? То есть это был такой вот именно веский аргумент, чтобы убедить человека, что ты говоришь правду, или ты сделаешь то, что ты обещаешь. Итак, в чем разница между клятвой и обетом? Смотрите, клятва – это заявление, данное под присягой, или обещание, данное людям с Богом в качестве свидетеля. Либо сделать что-то, либо подтвердить, что что-то является правдой. Понимаете? То есть ты клянешься людям, ты говоришь им, что я говорю правду, или я сделаю это, и призываешь Бога в качестве свидетеля. В то время как обет – это обещание Богу совершить что-то или вести себя определенным образом. И ты людей призываешь в качестве свидетелей. Вы разницу улавливаете? Иногда обет носит условный характер, то есть Бог, если ты сделаешь для меня то-то и то-то, то я обещаю, что я сделаю следующее для тебя. Если это условие не соблюдается, то есть если ты говоришь, Бог, если у меня вот то-то и то-то произойдет,
и этого не произошло, ты не обязан исполнять свой обет, если у тебя он был таким вот образом, условный. Но иногда обеты, они безусловные. Просто обещание Богу, что ты что-то сделаешь. Кто-то может дать обет. Я слышал такое. Бог, я обещаю, что я буду водить своих детей и свою семью каждое воскресенье в церковь. Если только мы не в отпуске, мы не заболели, нет какого-то форс-мажора. Это обет современный. Когда вы даете клятву людям, вы призываете Бога в свидетели того, что вы поклялись сделать. То есть в целом это вот именно так работает в Ветхом Завете. То есть в этом заключается смысл. Иногда все не так четко выражено, потому что если вы будете вот читать Библию, там прямо определение, что такое клятва и что такое обет, нету. Но из того, что описывается, можно вывести следующее, то, что я сказал до этого. Кто-то может сказать, что прийти домой, забить это в Яндекс и сказать, что пастор, я не нашел этого в Яндексе. Но я вам хочу сказать, что умейте правильно составлять поисковые запросы. Если вы что-то забиваете, обязательно напишите с библейской точки зрения. Вот если вы забьете, я проверял, на всякий случай, если вдруг кто-то будет. Если пишешь просто, часто это просто синонимы, там какое-то торжественное обещание и так далее. Но именно с библейской точки зрения в этом суть. Обет ты даешь Богу, людей в качестве свидетелей, и клятва – это когда ты клянешься людям сделать что-то и призываешь Бога в качестве свидетеля. Со мной? Я вас не сильно гружу? Смотрите, часто, когда ты что-то ищешь, это вот одна из причин, почему иногда люди чего-то не понимают. Правильно формулируйте запросы в поисковиках в том числе. Нас интересует библейская точка зрения. То, какие значения слова эти имели в то время. Нас сейчас мирская точка зрения не особо интересует, потому что мы Библию читаем. Вы понимаете, если ты хочешь добраться до истины. И сегодня мы смотрим на брачный завет, установленный Богом, и собираемся рассмотреть брачные обеты, которые даются Богу. Потому что нам все равно, что думает по этому поводу этот мир. Потому что мир, он не признает этого вообще. То есть у нас есть государство, которое регистрирует брак. Все. Итак, еще раз подчеркну, это важно. Обет – это обещание, данное Богу при участии людей в качестве свидетелей. А клятва – это обещание, данное людям с Богом в качестве свидетеля. Теперь, когда мы это знаем, что такое обеты, давайте выясним, что о них говорит Библия. Еще раз. Числа 30 глава, 2-3 стих. «И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу», кстати, вот здесь прям прямым текстом написано, ясно и понятно, кому даются обеты. Да? «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Очень конкретно, простым языком изложено, чего Бог ожидает от нас, когда дело доходит до обета или клятвы. И согласно Богу, согласно Его Слову, ты не должен нарушать своего обещания. Бог ожидает, что ты сделаешь все, что ты обещал. Почему? Потому что, давая обет, ты вовлек Бога в эту ситуацию. Вы дали обет Богу, а давая клятву, вы призвали Бога в качестве свидетеля вашего обещания, если вы поклялись Богом. Да? В обоих случаях Бог вовлечен. И смотрите, Бог всегда очень серьезно относится, когда дело касается Его имени, Его авторитета. Теперь вы обязаны исполнить все, что обещали. Вы понимаете, о чем я? Смотрите, что интересно.
Если вы даете обещанию Богу в обете или даете обещание другому человеку в клятве, призывая Бога в качестве свидетеля вашего обещания, и вы не выполняете свое обещание, вы произносите имя Господа суе или напрасно. Сейчас мы этого коснемся, но я хочу вам сначала, знаете, такой пример. Сейчас мне почему-то, не знаю, насколько удачный был, потому что экспромтом я заранее не готовил, но, например, чтобы пояснить вам. Если встречаются, например, два застройщика, ну или один застройщик, второй подрядчик, он кого-то нанимает, он говорит: слушай, все документы готовы, давай строим. Мне сказали, через 2 недели все будет подписано, будет на столе. Ты сейчас начинай. Не, ну как, вообще еще ничего нету там. Мне АСН сказал. Глава республики сказал, что все будет как бы. Позвони АСНу. Не, ну у меня как бы есть его номер, но у нас не такие отношения, чтобы ему позвонить. Звони. И потом оказывается, что это была ложь. Как вы думаете, компетентные органы заинтересуются вообще, что ты главу республики куда-то вплетаешь для того, чтобы, делаешь его частью своей лжи, своей какой-то схемы? Вы понимаете, про что я? Насколько более ревностно будет относиться к этому Бог. Но давайте дальше. Смотрите, вот я сказал, что если ты вовлекаешь, то ты произносишь имя Господа напрасно или всуе. Давайте откроем книгу Исход, 20 глава, 7 стих. Я покажу, о чем я вам говорю. И, может быть, кто-то знает, о чем говорится в 20 главе книги Исход. Там написаны 10 заповедей, которые Бог дает. И вот 7 стих – это как раз 3-я заповедь. Первые 10 заповедей, которые дает Бог. 3-я заповедь. Давайте прочитаем. Исход, 20 глава, 7 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит Его имя напрасно». И, как я уже говорил, многие люди, они понятия не имеют, что значит произносить имя Господа напрасно. И я хочу, разобрать это и показать вам. Слово «напрасно» здесь, стих 7, 20 глава. Древнееврейский – это произношение слова «метеос» на древнееврейском. У нас нету слайдика на эту тему? И значение слова, то есть это прилагательное значение слова, внимательно, суетный, тщетный, безрезультатный, бесцельный, безуспешный, бесплодный. И здесь подчеркивается вот именно, знаете, такая вот коннотация, то есть, что это именно безрезультатный, безуспешный, бесплодный, то есть нет никакого результата. Ты что-то сказал, результата никакого нет. Плода нет от этого. И вот смотрите, я сейчас что хочу сделать. Я хочу взять, просто чтобы вам лучше понять, чтобы дошло это. Потому что мы все слышали, да, что не произноси имя Господа напрасно, но я хочу вот именно заменить это слово на безрезультатное. Это один из переводов. Там вот именно это слово, оно именно в этом значении. И мы сейчас прочитаем это же местописание, и слово напрасно заменим на слово безрезультатный. Еще раз, Исход 20 глава, 7 стих. «Не произноси имя Господа Бога твоего безрезультатно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его безрезультатно». Что это означает? Что означает напрасно или безрезультатно в этом стихе? Смотрите, вот безрезультатно это имеется и напрасно. Бог хочет сказать, что вот когда ты произносишь имя, оно ничего не значит. Если ты клянешься Богом кому-то, что то, что ты говоришь, это правда, а на самом деле это ложь, или ты даешь обет Богу что-то сделать, а потом этого не делаешь, то ты произносишь имя Его напрасно, безрезультатно. Что я хочу сказать, что мы не должны делать Бога частью своей лжи. Я сейчас постараюсь объяснить это получше. Смотрите, если кто-то говорил или говорит сейчас «Богом клянусь», нужно перестать это делать. Почему?
Потому что если ты на 100% нечестен, когда ты говоришь «клянусь Богом», ты произносишь Его имя напрасно. Более того, есть множество обстоятельств, которые ты не можешь контролировать. Мы дальше этого коснемся. И, может быть, ты искренне вначале говоришь «Богом клянусь, там все сделаю», а потом не можешь ничего сделать. То, что если ты говоришь «я клянусь Богом», даешь обещание, а потом не можешь выполнить его в точности, ты произносишь имя Господа напрасно. То есть то, что ты делаешь, это ты делаешь Бога частью своей лжи или частью своего нарушенного обещания, упоминая Его имя. Вот что означает произносить имя Господа суе или напрасно. Понимаете? Но помимо этого, да, у нас еще один из способов, небольшое отступление. Вы знаете, когда люди, они произносят имя Бога как ругательство, или вообще или не как ругательство, но это один из способов также, как мы можем произносить имя Бога напрасно. Например, тебя кто-то напугал, что-то неожиданное произошло, и ты такой: «Господи Иисусе!» Например. Что это было? То есть ты произносишь имя Бога напрасно. Вы понимаете, да? То есть я произнес это в качестве примера. Но подумайте об этом. Если ты говоришь «Богом клянусь», ты делаешь Бога частью своей лжи. Если ты не на 100% честен. Потому что ты упомянул Его имя. Если ты говоришь «Богом клянусь», что что-то сделаешь, а потом нарушаешь это обещание, ты делаешь Бога частью своего нарушенного обещания, упоминая Его имя. В любом случае, ты упоминаешь имя Господа всуе или напрасно. И это очень серьезный вопрос. Кто-то может опять сказать, что: «Пастор, мы живем в Новом Завете. Это все ветхозаветные дела, которые там были. Мы теперь свободны». Давайте посмотрим на Новый Завет. Очень серьезный вопрос. Обратите внимание на то, что говорится в книге Иакова, 5 глава, 12 стих. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей и никакой другой клятвою, но да будет у вас да, да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению». Говорит, что вообще не клянитесь ни небом, ни землей, ни какими-то вещами. Пусть у вас «да» означает «да», «нет» – «нет». Если ты будешь так поступать, в ваших словах никто не будет сомневаться. Тебе не нужно будет клясться в том, что ты говоришь, что что-то является правдой, или что ты сдержишь обещание. Но смотрите, почему здесь говорится «не клянитесь ни небом, ни землею». Интересная вещь, да, не Богом. Что это означает? Вы знаете, евреи того времени, во времена Иакова, они уже прекрасно знали, что такое произносить имя Господа напрасно или всуе. Поэтому здравый человек, он остерегался говорить, что «я Богом клянусь». Он говорил «клянусь небом», призывал какие-то общие высшие силы, или «клянусь землею». «Я говорю правду». То есть призывали в свидетели высшие силы. Сегодня также кто-то, я не знаю, есть еще на Кавказе, осталось «клянусь здоровьем своей матери». Но Яков говорит: послушай, очень серьезно, не поступай так. Давайте прочитаем, что Иисус говорил по этому поводу. Матфея 5 глава, 33-37 стих. Здесь, кстати, в самом начале, давайте прочитаем. «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». Здесь Иисус на самом деле цитирует числа, 30 глава, 2-3 стих. Есть небольшое расхождение по тексту, конкретным словам. Почему так? Вы знаете, что у нас Ветхий Завет написан на древнееврейском, а Новый Завет, он написан на греческом. Перевод с перевода здесь такую разницу дает, но он именно это место цитирует. «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий,
ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх того, то от лукавого. Лукавый это кто? Это дьявол. Смотрите, дьявол это кто? Отец лжи. Вы понимаете, о чем он здесь говорит? Иоанна, 8 глава, там мы можем прочитать, что дьявол – отец лжи. Другими словами, если вам нужно поклясться, что вы говорите правду, или вы должны поклясться, что выполните обещание, если у тебя даже просто такая ситуация возникла, это означает, что на самом деле твое слово, оно вообще ничего не стоит. Люди тебе не доверяют, что ты вынужден кому-то клясться. Понимаете? Пусть люди знают о вас, что ты сказал, сделал. Да, у тебя да, нет, нет. Тогда тебе не надо ничего вот это. То есть суть в том, что если тебе не доверяют, и ты сейчас будешь говорить Богом клянусь, ну, скорее всего, в современном мире тебе это вообще доверие никак не добавит в их глазах. Вы понимаете, о чем я? Если тебе уже не доверяют. Но ты больше похож на лукавого. Говорит, это от лукавого, это отец лжи. Он является лжецом. Можете посмотреть, Иоанна 8:44. Но смотрите, что интересно. Некоторые христиане взяли вот эти слова Иакова и слова Иисуса и, основываясь на этом, утверждают, что мы вообще не должны никаких клятв и никаких обетов давать. Я хочу вам сказать, что это не по-библейски на самом деле. А все, что хотели сказать Иисус и Иаков, это предупредить о серьезности момента, когда ты даешь обет или клянешься. Когда в этом нет необходимости, то есть когда тебе совсем не обязательно давать клятву или обет, это не надо делать. Это необходимо. Просто Иисус и Иаков, они хотят, чтобы вы знали, что к клятвам не стоит относиться легкомысленно. И тем более не произносить имя Бога вот так легко, разбрасываться им. Следует использовать только в особых ситуациях. Часто возникает вопрос у молодых парней, христиан, можно ли принимать воинскую присягу? Почему? Потому что там есть слова, давайте я прочитаю. Текст присяги, он вообще на самом деле очень короткий. Текст военной присяги Российской Федерации. Я, там, такой-то, такой-то, торжественно присягаю на верность своему Отечеству Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. И, знаете, интересный момент такой. Это вот присяга или клятва, она для граждан Российской Федерации. Если человек без гражданства, он не имеет гражданства Российской Федерации, для него предусмотрено обязательство. Текст присяги еще более короткий, и он звучит следующим образом. Я такой-то, такой-то даю обязательство соблюдать Конституцию Российской Федерации. Строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров, начальников, достойно исполнять воинский долг. Сейчас я поясню, зачем я вообще сюда полез. Но этот вопрос, он не праздный. Да? Смотрите, вот с юридической точки зрения воинская присяга – это не просто торжественный ритуал. Можно его как бы сказать, что это как правовой акт какой-то, да, который закрепляет особый статус военнослужащего. То есть до того момента, пока человек не произнес присягу, он не является военнослужащим. Он не может получать оружие, не может выполнять боевые задачи, не может в караулы выходить и так далее, и так далее. И в этом смысле, ну, это как рубеж такой. И просто государство, оно, знаете, хотя это уже и прописано в законах, но здесь человек, он дает торжественное обещание, что я буду соблюдать Конституцию, буду выполнять воинские уставы и приказы командиров. Торжественно это обещает, и после этого на него полноценно распространяется закон. Возникает вопрос, можно ли христианину
верующему принимать присягу с христианской точки зрения. Я хочу вам сказать, что единой точки зрения на это нет. Как в большинстве случаев в христианстве, но большинство и протестантских церквей, и, насколько я знаю, православная церковь, она отображает именно тот взгляд, что можно. И моя личная позиция также, что можно принимать присягу в этом, мы не нарушаем никаких обетов, данных Богу, мы не нарушаем ничего, что написано в Библии. И то местописание, которое мы читали в Матфея, когда Иисус говорит, что вообще не клянитесь, да? Смотрите, Христос там вот в этом контексте, почему мы так долго говорим про это, Он говорил, что не надо божиться, приводить в свидетели высшие силы, Бога, небу, земле и так далее. Не своей головой, потому что ты ничего не можешь с этим сделать. Но смотрите, здесь присяга – это просто торжественное обещание, что я буду исполнять законы. Понимаете? И более того, оно даже заменено на слово обязательство, вот, например, для неверующих. То есть ты не призываешь Бога в свидетели того, что ты говоришь, что это будет правда, но ты даешь торжественное обещание. И еще раз я хочу вам сказать, что мы живем в другое, в другое время, чем когда писался Ветхий Завет. Вот сейчас у нас эти слова, они каким-то образом еще отображают то первоначальное значение, которое оно тогда было. То есть это торжественность, я клянусь. То есть не просто обещание, но это серьезное обещание. Но ты здесь не клянешься ни Богом, ни собой, ни кем, вообще ни мамой. Ты говоришь, я торжественно обещаю, что я буду соблюдать. То есть ты берешь на себя ответственность, а не призываешь высшие силы в свидетели. Что-нибудь понятно вообще? Вы так на меня смотрите, и я такой, в смысле, никакой реакции вообще. И мне вопрос возникает, понятно или непонятно хоть что-то? Смотрите, в поддержку этой позиции можно что привести? Те же слова Иисуса, когда, помните, его спрашивали, нужно ли платить налоги? Да? И чтобы вы понимали, Иудея находилась в оккупации, Римская империя. И отношение к оккупантам было, мягко сказать, резко отрицательное. Здесь разве мы должны оккупантам налоги заносить? Они его испытывали. Он говорит, чей портрет? Говорит, царя, кесаря. Отдавайте кесарю кесарева, Богу Божие. То есть проводится грань, что между светскими властями и духовными. Мы живем в этом обществе, и мы не свободны от законов этого общества, вы понимаете? Если только они не идут вразрез с нашей совестью или с чем-то там, но нам никто не говорит убей, или те моральные законы, которые Иисус, Он не отменил, они все еще действуют, да. И слава Богу, наше государство, оно нигде, не приступает эти законы, не заставляет нас что-то делать. Но есть также другая точка зрения, что, у некоторых церквей, знаете, это прямо раньше были в советское время нерегистрируемые баптисты, они говорили, что, вообще все воспринималось буквально, есть слово «клянусь», и там слово «клянусь». Иисус сказал не произносить, значит, нельзя произносить. И им совесть, она не позволяет им пойти даже на это. Я хочу сказать, что в таком случае есть альтернатива. Только ее нужно готовить заранее. Да, у нас есть альтернативная служба. Я встречал людей, которые ее проходили. Например, сейчас парень играет в церкви во Владивостоке, он проходит альтернативную службу, по-моему, в университете там. Только она, по-моему, 3 года идет. Если служба в армии 1 год, здесь ты 3 года едешь и где-то работаешь. Ты тебя государство куда-то отправляет. То есть об этом можно позаботиться. Слава Богу, государство даже дает такой сейчас выбор людям, чтобы они не шли на компромисс со своей совестью. Также я хочу вам еще один пример привести. Смотрите, мир гораздо больше, чем наша страна. Имеется в виду, люди везде живут. А многие из вас по фильмам видели, когда в голливудских каких-то фильмах в Америке человека приводят к присяге свидетеля, чтобы он говорил только правду. И, как правило, я не знаю сейчас, как вообще они со всем этим
мультикультурализмом все это делают, потому что у них очень много разных верований и неверований, непонятно вообще что. Но практика изначально, когда страна основывалась, это была христианская страна. Поэтому свидетель присягал на Библии, он ложил руку на Библию, и там были такие слова, что «я клянусь говорить правду, только правду, ничего кроме правды», и потом «да поможет мне Бог». То есть он призывает Бога в свидетели. И смотрите, согрешает ли этот человек, если он там такое делает? Нет. Потому что ответственность момента, мы сейчас этого коснемся, что нельзя лжесвидетельствовать. То есть ты должен говорить только правду, ты не должен никого оклеветать. Более того, я хочу вам сказать, что в дореволюционной России, до того, как у нас произошло все вот это богоборство, то же самое было у нас. Свидетель в Российской империи давал личную клятву Богу, перед Богом, говорит только правду. Сейчас у нас, все заменилось, и свидетели у нас что? У нас предупреждают об ответственности за дачу ложных показаний. Приводят там какую-то статью, то есть ты предупрежден, они просто хотят убедиться, что ты понимал всю ответственность вообще вот этого момента. Вы понимаете, да, о чем я? Раньше, когда было такое доверие, или когда человек мог поклясться Богом, например, сейчас тебя просто предупреждают. Наврешь там или за это есть ответственность уголовная, за дачу ложных показаний. И смотрите, не лжесвидетельствуй. Почему так вообще все важно? На самом деле это 9 из 10 заповедей, данных Моисею Богом на Синайской горе. Мы открывать не будем. Исход 20 глава, 16 стих. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». Таким образом она звучит. Дальше мы двигаемся. Да? Смотрите, я к чему это говорю, что в современном мире еще есть клятвы и обеты. У нас сейчас видоизменилось это, да? Но при заключении завета во время брачной церемонии в этом случае в протестантских церквях мы даем обет, требуется обет. И обет – это самое, то есть торжественное обещание. Это самая важная часть церемонии. И Бог ожидает, что так и будет. Давайте мы откроем еще раз. Знаете, интересное место Писания. Второзаконие, 6 глава, 13 стих. Я хочу, чтобы вообще все шаблоны порвать. Внимание, что написано. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Никакого диссонанса не возникает. В смысле? Разве Иисус, он что вообще тогда говорил? Он пришел отменить закон, что ли? Иисус говорил, что нет, я не пришел отменить закон, но исполнить, да? Он ничего не отменял, но в чем дело? Почему здесь написано? Бог изначально говорил, клянись только моим именем. И, знаете, вот мы подходим, смотрите, зачем я так много-много всего объяснял, и такие заходы были издалека. Но какая была ситуация тогда вот? Еще раз, человек, когда клянется, что он говорит правду, он приводит что-то весомое, как аргумент. Что-то самое ценное, что у него есть, как вот сейчас, например, на Кавказе. Мамой клянусь. Здоровьем матери, там, не знаю, могилой матери. В разных народах может по-разному, но когда ситуация серьезная, чтобы придать вескость своим словам, человек клянется самым дорогим, что у него есть. И здесь Бог говорит, давайте еще раз посмотрим вот эти места, смотрите. Господа Бога твоего бойся, это все через запятую, здесь одна мысль подается. И Ему одному служи, и Его именем клянись. Пусть Бог у тебя будет Бог с большой буквы. Только Ему служи, только Ему поклоняйся. А если есть такая нужда, что у тебя самое дорогое, так Его именем и клянись. Вы понимаете? Не приводи всякую там ерунду. Пусть тогда все знают, какая у тебя ценность. Для тех людей это было актуально. Поэтому Бог, Он и говорит. Но суть этого текста, она именно в этом. Что только именем Господа клянись, потому что это самое ценное, что у тебя есть. Пусть Бог будет самым дорогим, что у тебя есть. Не клянись на Библии, не клянись мамой, клянись Богом.
Если дело настолько важное, что требует клятвы или обета, поэтому вот сейчас во многих странах осталось то, что у нас буквально было еще чуть больше 100 лет назад. То есть это у нас революция в 17 году, в прошлом веке была. И люди произносили клятву, упоминая Бога, что я клянусь говорить только правду. Если дело настолько важное, что требует клятвы или обета, используй только имя Господа, потому что Он ожидает, что Он – это самое дорогое, что у тебя есть. Что ты будешь произносить Его имя с почтением. И это говорит о том, что ты осознаешь, насколько все серьезно. Смотрите, это не какая-то мелочь, не какая-то ерунда повседневная, но особый случай. Этот стих, он предполагает, что многим людям в какой-то момент времени, жизни придется давать клятву или под присягой что-то подтверждать. Используй имя Господа. Если серьезные ситуации требуют, чтобы ты поклялся, призвав Бога в свидетели, делай так. Клянусь Богом, что я говорю правду. Сейчас знаете, как это, может, у нас как-то звучит все, слова, вы понимаете, они могут быть. В современной версии, наверное, люди, я говорю правду, и Бог мне свидетель. Вот, такая более легкая, не Богом клянусь. Но суть, она не меняется именно в этом. Я призываю Бога в свидетеля, я говорю, Бог мне свидетель, что я говорю правду. То же самое, даже клятва. Но еще раз я хочу подчеркнуть, что все стороны должны разделять с тобой твои ценности. Сейчас в современном нашем обществе, если ты такие слова произносишь, к сожалению, для большинства это ничего не значит. Когда люди, они не верят в Бога, как они могут принять клятву, что ты призываешь его в свидетели? Для них гораздо будет ценно, если ты скажешь «зуб даю». И они все понимают, что ты сейчас... Если ты соврал, то они тебе... Но в Ветхом Завете, в израильском народе все верили в Бога, все понимали, что Бог самое важное. Если человек говорил «я говорю правду, Бог мне свидетель», то есть если я, подразумевалось-то что, если я наврал, со мной Бог пусть разберется. Все понимали серьезность этого заверения. И такое заявление вызывало доверие. Итак, ты клянешься перед людьми, и Бог тебе свидетель. Но лучше бы тебе говорить правду, потому что ты сделал Бога частью своего обещания. То есть, если ты не говоришь правду, ты сделал Бога частью своей лжи. А значит, произносишь имя Его напрасно. И смотрите, это вот одно из значений, основное, что означает произносить имя Господа напрасно. И мы подошли к брачному обету. Да? Во время свадебной церемонии пара вступает в брачный завет. Еще раз, завет. Не просто союз какой-то, но это заветные отношения. Кто хочет узнать, что такое завет, добро пожаловать на библейскую школу. Это то, что Бог заключал в Ветхом Завете. Да, Он давал завет, заключил с Авраамом, и мы сейчас в Новом Завете, который Он заключил с людьми через Иисуса Христа. И здесь мужчина и женщина, они заключают завет, брачный завет. Но чтобы вступить в этот завет, жених и невеста должны дать торжественное обещание или обет. Еще раз, не клятву, а обет. Мы поэтому так и называем брачный обет, а не брачная клятва. И если ты проходил венчанию или церемонию бракосочетания в протестантской церкви, то ты давал брачный обет. И в чем заключается разница между клятвой и обетом, вы помните? Вы помните, что брачный обет – это не просто обещание, которое пара дает друг другу, да? Но они обещают это также Богу. Потому что обет дается Богу. То есть Бог не просто свидетель, как в клятве, что мы пообещали и призвали Бога в свидетели. Брачный обет – это обещание, которое пара делает друг другу и Богу. А люди, которые пришли на брачную церемонию, они являются свидетелями того, что они сейчас сделали. И брачный обет – это очень серьезно. Часто люди думают, что обещания, которые они дают во время брачного обета, они дают лишь только друг другу.
Но брачный обет – это который пара, да, делает эти обещания друг другу, глядя друг другу в глаза. Но для того, чтобы войти в эти заветные отношения, которые Бог установил, они также дают обещания Ему. Поэтому, когда ты нарушаешь обещания, данные в брачном обете, ты не только нарушаешь обещания, данные твоему супругу или супруге, но ты нарушаешь те обещания, которые ты дал Богу. Вы понимаете, насколько серьезно? И в конце я хочу просто... Сейчас такие... Кто-то недавно, если прошел церемонию венчания, а раньше можно было сказать? Давайте я вам прочитаю слова. Это брачный обет жениха и брачный обет невесты, которые я использую в церемониях, которые я провожу. Обет жениха. «Я обещаю быть любящим, верным мужем и любить тебя больше жизни, быть самым лучшим другом, быть надежной опорой для тебя и защищать тебя, почитать тебя во все дни жизни моей, дарить тебе радость и счастье. Обещаю первым говорить прости, обещаю всегда быть рядом с тобой. Этот завет я заключаю с тобой до тех пор, пока смерть не разлучит нас». Обет невесты. «Я обещаю быть любящей и нежной женой, любить тебя вечной любовью, быть лучшим надежным другом. Обещаю быть хорошей, внимательной помощницей, служить тебе, почитать тебя во все дни жизни моей. Я обещаю первый говорить прости, быть рядом с тобой в любых жизненных обстоятельствах. Этот завет я заключаю с тобой до тех пор, пока смерть не разлучит нас». Когда если честно, я не помню, какие слова я произносил. Но это было. То есть я давал обет, также точные слова я не помню, там тоже было, пока смерть не разлучит нас. Но что я хочу сказать, когда я давал эти обещания Ларисе, это были не только обещания ей, это были также обещания Богу. Из-за того, что я вошел в заветное отношение, которое установил Бог, Он требует, чтобы... Смотрите, Бог установил эти отношения. Бог придумал брак. Это Его завет. Он изобретатель этого. И Он требует, чтобы мы дали обещание Ему. Я даю обещание своей супруге, но при этом призываю Бога в свидетели. И поскольку мы призываем Бога в свидетели и обещаем Ему, Он становится частью этого обещания. Если ты нарушаешь обещание данное своему супруге, второй половине, ты также нарушаешь обещание, данное Богом. Я не знаю, вы понимаете, о чем я? Что я хочу сказать? Я просто хочу, чтобы вы понимали, что это серьезно, что это важно. Когда я обещал своей жене, что я буду с ней вместе и в хорошие времена, и в плохие времена, так и есть. Скажу вам, было вообще всякое. Но если я умру раньше ее, она будет свободна от этого завета, от этих отношений. Но я хочу что подчеркнуть, чтобы вы понимали, что я дал это обещание не только ей, я дал также это обещание Богу в ее присутствии. И она дала обещание также мне и Богу в моем присутствии. И вот это называется брачным обетом. Аминь. Слава Богу. Спасибо большое за какую-то реакцию. Просто я думаю, что не все проповеди, наверное, должны быть какие-то мотивационными. А сегодня у нас была вот именно такая, разъяснительная, так скажем. Потому что много вопросов люди спрашивают, и я надеюсь, мне получилось объяснить вам. Еще, может быть, дополню, тоже сейчас мне пришло, знаете, небольшое отступление, но часто спрашивают, церемония бракосочетания или церемония венчания, что это означает? Смотрите, на самом деле, вот в полном понимании, вообще церемония венчания, она у православных. Потому что, насколько я знаю, в православной церкви они не дают брачных обетов, но там священник выполняет определенный обряд, и это таинство. У православных у них 7 таинств. Причастие, крещение, в том числе и венчание,
Там есть такие слова, которые я даже не выговорю и не совсем понимаю, что это означает. Но у нас, у протестантов, у нас всего 2 таинства. Это, кто мне скажет, крещение и причастие. Да? Потому что, это то, что Иисус непосредственно говорил. Я сейчас не буду вообще во все в это вдаваться, просто примите это как факт. Хорошо? И вся суть в том, что при венчании у них они одевают именно венцы. То есть это не короны над головами держат, это венцы. И они их венчают. Царя раньше венчали на царство тоже. Это тоже была, как венчание, коронование было царя. То есть производил священник это также до того, как у нас царей не стало. Да? Но он был коронован, венчался на царство. Вся суть в том, что многие протестантские церкви называют церемония бракосочетания. Просто, да? Но чтобы было понятно, и на самом деле многие называют венчание, в том числе мы называем венчание. Почему? Потому что, еще раз, слова меняют значение в современном мире. Просто если ты кому-то говоришь венчание, всем сразу все ясно и понятно. Это церемония бракосочетания в церкви. В ЗАГСе там бракосочетание, в церкви венчание. Я просто, чтобы демагогии не разводить, никому ничего не объяснять. Ты просто сказал венчание, всем все ясно и понятно. Поэтому, идя по простому такому пути, часто все делают это. Но что я хочу вам сказать, вынести вообще из всего этого. Может быть, вам стало понятно, что такое клятвы, по крайней мере, то значение, которое Бог закладывал в это в Ветхом Завете. Изначальный, первоначальный смысл. И не относитесь к этому с легкостью просто. Не относитесь к легкостью к имени Господа. Просто подумайте, насколько серьезно Он все это воспринимает. Когда ты вообще Бога во что-то вплетаешь. Аминь. На этом наша трансляция заканчивается. Спасибо, что были с нами. Добро пожаловать на наше богослужение по адресу город Якутск, улица Семена Данилова, 1Б, церковь Краеугольный камень. Также будем рады видеть вас. Присоединяйтесь ко всем нашим группам в соцсетях. И пусть Господь благословит вас на эту предстоящую неделю во всех ваших делах. До свидания.